При рождении ей дали 3 красивых имени – Лидия, Эмилия, Флорентины. И судьба подарила ей столько красоты, ума и таланта, что их хватило бы и на 3. Да что там на 3? Она была одарена столь щедро, что просто не могла не стать великой в своей стране. Пройдет без малого 90 лет, и на родине ей поставят памятник. Первый памятник эстонской женщине, памятник первой эстонской поэтессе. В конце декабря 1843 года у молодого вяндерского кистера и учителя Йохана Вольдемара Янсена родилась дочь, первый ребенок в семье. Мать из состоятельной семьи, отец – сын местного мельника, рано оставшийся сиротой и выбившийся в люди только благодаря своему уму и упорству. Жила семья Янсенов в деревне Кирикумыза, в волости Вяна-Вяндра, в 50 километрах от Пярну. Место красивое, тихое. Тут и жила Лидия до 7 лет. Весной 1850 года Янсен переехал с семьей в Пярну. Он стал учителем в новой заречной школе. Школа стала их домом. Это родной дом Лидии Койдулы. Отсюда она получала первые большие эмоции. Я было 7 лет, когда приехала сюда. И когда они уехали в Тарту, ей было уже 20, она уже тогда была поэтессой. За те 13 лет, что прожили здесь Янсены, произошло много важных для них событий. Учитель Кистер стал выпускать первый еженедельник на эстонском языке «Пярнуский почтальон» и тем самым заложил основы эстонской периодической печати. А 14-летняя дочь Лидия была его правой рукой. Вдвоем они выпускали целых 6 лет эту газету, ставшую необычайно популярной в Эстонии. По утрам Лидия шла через речку в город. Она училась в Пярнуской немецкой высшей школе для девочек. Это была лучшая в городе школа и дорогая, учебное заведение для детей дворян, чиновников и купцов. Но Янсен денег на образование своим детям никогда не жалел. Понимал, только это и поможет им чего-то добиться в жизни. Лидия возвращалась из школы и принималась переводить и переписывать подготовленные отцом статьи для еженедельника. Были у нее и другие обязанности, ведь в семье было 6 детей, а мать часто болела. Она ухаживала за семьей, она была самая старшая. Она очень много в своих воспоминаниях пишет о том, что только ее заботы. Она хотела бы больше читать, больше писать стихотворения, но некогда. Пярнускую высшую школу Лидия Янсен закончила с отличием и сдала при Тартуском университете экзамены, позволяющие ей работать домашней учительницей. В то время это было высшим достижением для женщин. Мало кто из них способен был получить такое образование. В 1863 году Янсены переехали в Тарту. Место учителя в заречной школе занял другой человек, и другие люди поселились в этом доме. В этом доме, кажется, до сих пор живет дух и Янсена, и Койдулы. Например, у меня за спиной там на стене часы, они сейчас стоят. 20 лет назад, больше чем 20 лет назад, Мати Юнт, наш писатель, написал такую прекрасную пьесу, что играли здесь, свыше 300 раз. Театр Эндла играл. Этот спектакль назывался «Час духов на улице Янсена». В прошлом году осенью снова начали играть эту пьесу. Часы заработали. И когда они закончили это играть, здесь зимой часы остановились. Этот город и этот дом Лидия Койдула помнила всегда. Перед забором был лужок на улице у нас. И мы детьми в густой траве там бегали не раз. Там до зари играла я то травкой, то цветком, покуда дед не уведет меня за ручку в дом. Хотелось мне через забор взглянуть, кто там живет. А дед смеялся: погоди, то времечко придет. Оно пришло. Луга, моря узнала я в свой час, но было мне всего милей на улице у нас.
Домашней учительницей Лидия не стала. Йохан Вольдемар Янсен начал издавать в Тарту новую газету «Эстонский почтальон». И дочь вновь его помощница, верная, умная, грамотная, его рукописец, человек, умеющий делать в редакции все. Ее первые стихи появились на страницах «Эстонского почтальона», а вскоре вышел в свет и первый поэтический сборник «Полевые цветы». Но славу Лидии принес второй сборник стихов «Соловей Эмаиги». Так стали называть в народе и Лидию Койдула. Поэтесса воспевает красоту отчизны, говорит о своей любви к родине, о верности Эстонии и своему народу. Ее патриотическая лирика созвучна идеям национального возрождения. Карл Роберт Якобсон, один из лидеров национального движения, писал о ее стихах так: «Если, слушая их, сердце твое не забьется сильнее, значит, оно вообще не способно забиться». И это Якобсон подарил молодой поэтессе поэтический псевдоним Койдула. Койдула – это страна зари. Вот. Койдула – это где заря, значит, рождается. Лидия Койдула помогала отцу организовать первый всеэстонский певческий праздник. И на этом празднике прозвучали 2 песни, написанные на ее слова. Она активно участвовала в работе хорового общества Ваннемуйне, созданного Янсеном. В 1870 году этому обществу исполнилось 5 лет. И общество решило, что это надо отметить как-то с чем-то новым, чего они еще до этого не делали. И Лидия Койдула написала пьесу. И это считается годом рождения Эстонского национального театра. И эта пьеса была, называлась «Сaaremaa onupoeg», это двоюродный брат из Сaaremaa. И Лидия это сама написала, сама на это поставила, сама написала там песни, и сама тоже на пианино эти песни еще и аккомпанировала. И это стало таким популярным, что она написала сразу еще 2 пьесы. И это первые 3 года Эстонского театра назывались театром Койдула. Лидия Койдула, дочь известного просветителя, журналиста и издателя, известная поэтесса и драматург, стала одной из самых заметных и ярких фигур в тартусском обществе. Она так не похожа на своих современниц. Среди эстонских интеллектуалов найти себе жену эстонку, которая и образована, и талантлива, и человек уже такого общества, это было сложно. Это было сложно. И поэтому, конечно, внимание так вот, мужчин эстонского общества, конечно, было довольно большое. Лидией Койдула был увлечен и отец эстонского эпоса Фридрих Рейнхольд Крейцвальд. Они долго переписывались. Койдула называет его постоянно дядике, дедушка. Относится к нему как к отцу. Но у Крейцвальда совершенно очевидно возникли другие чувства. К тому же он впервые, кажется, узнал, что женщина может быть и умная, и красивая. А потом что-то разрушит их отношения. И это что-то даже спустя несколько лет не позволит ей обратиться к доктору Крейцвальду за помощью. Она не позовет его к своему умирающему сыну, хотя жил доктор в то время в Тарту, в доме напротив. Лидии было 30 лет, когда она вышла замуж за латыша Эдуарда Михельсона, военного врача, и вскоре Михельсоны уехали в Кронштадт к месту службы Эдуарда. Тартусское десятилетие закончилось. Позже Лидия Койдула назовет его эпохой радостного труда и облагораживающей духовной борьбы. В это время Лидия, признанный на родине большой поэт-лирик, поэт-романтик. Немало ее стихов посвящено любви, природе, родному дому и детям. Песни на ее стихи становятся поистине народными. Ее влияние на эстонскую поэзию необычайно велико и будет длиться долгие десятилетия. А время шло. Лидия Койдула родила сына и 2 дочерей, а потом потеряла сына. 4-летнего Ханса похоронили в Тарту. В Кронштадт Лидия вернулась совсем седой. Ей было тогда 35.
Спору нет, судьба подарила Лидии Эмилии Флорентины много красоты, ума и таланта, а вот о счастье, кажется, забыла. И в дом пришла еще одна большая беда. Она заболела раком еще. Вот. Значит, это страдание и конец ее жизни, конечно, были очень тяжелые. В ее стихах, написанных в последние годы, нескрываемая тоска по родине, а еще надежда на лучшее будущее ее народа. За 2 месяца до смерти Лидия Койдула написала предсмертное слово, поэтическое завещание своему народу. Она предвидела события, которые произошли 32 года после ее смерти. Божьей воле, умирая, поручаю отчий край. О, Эстония, родная, ты милее мне, чем рай. Стой, не падай на колени, до конца борись с судьбой. Наша сила в единении, правда нас ведет на бой. Пусть любовь, надежда, вера служат знаменем тебе. Братья, сестры, полной мерой отдавайте жизнь борьбе. Умерла Лидия Койдула 11 августа 1886 года. Ей было только 42 года. Похоронили великую эстонскую поэтессу в Кронштадте на немецком кладбище. Есть переписка, есть информация, что она хотела вернуться на родину. И вот ее известные песни, где мы тоже поем, что вот она хочет быть похоронена дома. После Второй мировой войны решили решением правительства перезахоронить из Кронштадта Лидию Койдула в Таллин на Мецакальмисте. В 1946 году, спустя ровно 60 лет после смерти Лидии Койдула, ее прах перевезли на родину. Перевезли в сопровождении почетного караула на верхней палубе миноносца под сенью военного флага. Церемония перезахоронения прошла в Таллине на Мецакальмисту 11 августа, в день смерти Лидии Койдула. И никто в те дни не подумал о том, что в Кронштадте остался прах ее мужа, отца ее детей, и можно ли было разлучать их после смерти. И никто не вспомнил строчку из ее письма. Ведь есть еще письмо, где она пишет, что она хочет быть рядом со своим сыном. А это в Тарту. Так получилось. Не долетел соловей до берегов Эмаиги. Но песни его звучат в каждом уголке Эстонии. Они живут в сердце каждого эстонца и будут жить до тех пор, пока живет эстонский язык.